Сейчас будет первое соприкосновение спектакля со зрителем. Лично для меня эта пьеса интересна тем, что она написана в жанре, знаете, живого психологического театра. То есть это и есть психологический театр, где акцент на глубокой проработке внутренней жизни персонажей, на взаимоотношениях, на том, что называется жизнь на сцене. Спектакль очень эффектный, красивый, с такой, знаете, впечатляющей декорацией художника Марии Бутусовой. Но главный акцент на актерах. Я очень надеюсь, что вот в процессе демонстрации этого спектакля те цели, которые были поставлены режиссером, то, чего я, как директор театра и художественный руководитель театра, жду от актеров от этого спектакля, что все это начнет возникать. Спектакль возникает только тогда, когда в зале есть зрители. И вот мне очень интересно вместе вот с первыми зрителями посмотреть, что у нас возникает, что у нас рождается. Что нового для меня, как для актера? Естественно, это внутреннее самочувствие, новые проявления какие-то, которые я до этого в себе, наверное, мне не представлял такой возможности еще делать. Я люблю очень нашего режиссера, мы с Марком уже делали классную работу. Было работать очень комфортно, и мы знаем уже Машу Бутусову, которая делала у нас маму как художник-постановщик. Вот, поэтому работа была интересная. Я не буду скрывать, мне эту пьесу дал директор театра. Я ее прочел, сначала она мне показалась сентиментальной, мелодраматичной, что мне не близко, судя по моим спектаклям. Я люблю как бы жесткость, ироничность. Вот. А здесь мне показалось как-то все очень мило, мелодраматично. Но в результате, в процессе, влюбляясь в актеров, а я буду признаваться в этом, потому что действительно для меня важно влюбляться в актеров. И здесь я влюбился в каждого, и они прекрасны. И они меня заставили по-другому посмотреть эту историю. И мне показалось, она действительно очень жесткая, очень беспощадная по отношению к людям. Конечно, хотелось, чтобы люди задумались после этого спектакля. Я задумался, мы с ребятами задумались. И хочется, чтобы зритель тоже задумался над тем, а не живут ли они в иллюзиях, а как они выстраивают отношения со своими близкими. Там будет персонаж, который мне очень трогательный, Лаура. Но я его так понимаю. Она сама себя загнала в то, что она инвалид, что с ней что-то не так. Вообще ее жизнь закончена. 24 года. И я хочу, чтобы люди в зале, как и я, собственно, задумались над тем, а может быть, все-таки не все так ужасно, как нам кажется.